В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Аварийное здание школы номер 1 Якутска посетил глава республики Айсен Николаев. Якутяне присоединятся к отрядам международной поисковой экспедиции РЖФ «Калининский фронт». Фильм о снайпере «Рядовой Черин» вышел в прокат в Якутии. Как прошла премьера кинокартины. Госуслуги автоматизировали подачу справки 2 НДФЛ в банке. Для этого пользователю необходимо на сайте одного из 19 банков-участников проекта дать согласие на предоставление необходимых сведений из цифрового профиля. Справка будет автоматически направлена в банк. Новый сервис на портале госуслуг упростит и ускорит процесс кредитования для россиян. Роскосмос озвучил предположение о происхождении пролетевшего над Якутией объекта накануне. Это мог быть сгорающий в атмосфере отработавший разгонный блок «Фрегат», который вывел на орбиту 6 спутников в 2009 году. Тогда «Фрегат» использовали в качестве верхней ступени ракеты «Союз-2-1Б». В свою очередь в пресс-службе Минэкологии Якутии исключили возможное падение фрагментов «Союз-2». Там уточнили, что очередной пуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» запланирован на 25 марта. Глава республики Айсен Николаев осмотрел сегодня здание Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации, а также побывал в школе номер 1. Напомним, руководство и родительский комитет школы забили тревогу, когда несколько лет назад прямо во время урока произошло обрушение потолочного перекрытия в одном из классов. По счастливой случайности никто не пострадал. Сегодня решается вопрос о размещении учеников в другое здание. Куда именно и каков итог сегодняшней встречи, нам расскажет Ульяна Шагина. Она на прямой связи со студией. Уля, здравствуй, тебе слово. Кристина, добрый день. Мы сейчас находимся в школе номер 1. Сегодня здесь побывал глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Скажу, что до этого мы уже все делегации побывали в здании Якутского торгово-экономического колледжа. Именно в это здание хотят перевести всех учеников и коллектив школы. Пока, скорее всего, временно всех, а далее там уже останутся учиться ученики старших классов. Если говорить о здании Якутского торгово-экономического колледжа, здание большое, просторное, на 1000 квадратов больше, чем здание школы номер 1. Родители учеников согласны с этим решением. И сегодня осталось решить вопрос капремонтом здания торгово-экономического колледжа. И, конечно же, открытым еще остается вопрос здания школы номер 1 на проспекте. И вот что по этому поводу сказал глава республики Айсен Николаев. Соответственно, с созданием школы здесь надо определяться. Здесь есть 3 варианта. Первый – это сделать ремонт фундаментов по тому проекту, который сегодня есть у главстроя. И дальше здесь обеспечить учебный процесс. Но при этом мы понимаем, что здание, оно все-таки уже многие десятилетия назад построено, оно не отвечает многим требованиям, которые сегодня уже по Санпинам предъявляются к образовательным учреждениям. Второй подход – это реализовать тот, опять же, проект, который есть у города, но он, правда, еще до конца не сделан. Это здание усилить, но и поставить к нему еще пристрой. Тоже возможный вариант. Вместе с тем проблема вот этого старого здания остается, то, что оно не приспособлено, но и так как площадка крайне стесненная, то и пристрой будет не очень большим. Вот. Ну и третий вариант – это вот это здание снести, старое здание школы, и построить на нем новое здание, но примерно в том же архитектурном стиле сталинского ампира, но уже отвечающее тем требованиям, которые сегодня предъявляются к школам. С включением туда необходимых помещений. Вот сегодня звучали и вопросы и по актовому залу, и по новому спортивному залу, чтобы это все было в этом здании. В принципе, с учетом площади, которая имеется сегодня на участке, это вполне возможно. Поэтому правительство должно сейчас вопрос рассмотреть и в течение месяца с городскими властями определиться и мне уже внести на утверждение.
Ну а если говорить о старом здании школы номер 1, которое находится на проспекте, построено оно было еще до начала Великой Отечественной войны, и, конечно же, за эти годы и морально, и физически устарело. Различные виды комиссий здесь были несколько раз, но что интересно, до сих пор школу еще не признали аварийной, а всего лишь ограниченно работоспособной. Сегодня здесь обучается более 600 учеников, что в 3 раза больше, чем положено. Узкие классы, маленькие коридоры, маленькая гардеробная. Здесь очень мало, конечно же, плюсов, так что вопрос со зданием для родителей и для коллектива, и для школы является одной из самых острых на сегодняшний день. Отмечу также, что в ноябре сама школа отметит 100-летний юбилей, так что все мечтают встретить этот праздник в новом здании, в больших классах и со всеми комфортами. Мы продолжаем и далее следить за судьбой школы номер 1. Кристина, у меня все. Передаю слово коллегам. Уля, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Ульяна Шагина. Мы продолжаем. План по завозу угля выполнили полностью в Усть-Майском и Устьянском районах Якутии. Всего в этом году автозимникам теплоэнергетики запланировали завести более 230 тысяч тонн угля и почти 4 тысячи тонн нефти для котельных Устьянского филиала. Также уголь поставляют в Аймиконский филиал. Для котельных 7 населенных пунктов района доставлено более 47 тысяч тонн угля из запланированных 62 тысяч, что составляет 77% от плана. В Алданском и Охотском филиалах показатели также находятся на уровне 70–80%. В России дали старт масштабной международной поисковой экспедиции Ржев «Калининский фронт». Ежегодно сотни молодых людей приезжают в Тверскую область на поля сражений Великой Отечественной войны и восстанавливают память о бойцах, которые погибли там десятки лет назад. В этом году присоединиться к поисковым отрядам под Ржевом смогут и ребята из Якутии. Подробности в материале Максима Кардозу. Этот величественный монумент советскому солдату под Ржевом открыли только в прошлом году. Но он сразу стал символом тех кровопролитных сражений, которые шли здесь в 1942–1943 годах во время Великой Отечественной войны. Потери в Ржевско-Вяземских операции, Ржевской битвы, они были очень велики с нашей стороны. Общие потери более 1 300 000 человек. Из них 430 тысяч человек – это погибшие, умершие от ран, пропавшие без вести. То есть те люди, которых до сих пор поисковики поднимают буквально под самым дерном. Традиционно в апреле, вот уже в 6-й раз, здесь откроется вахта памяти. Волонтеры будут вести поиски останков бойцов и военных артефактов. Всего в этом году планируется принять около 2000 человек от 18 лет. Заявки на участие каждый желающий уже может подать на сайте Российского военно-исторического общества. Только в прошлом году было поднято 704 красноармейца и установлено 12 имен. А за все время реализации экспедиции с 2016 года было поднято более 2000 солдат и офицеров, было найдено 193 личных медальона, установлены 107 военнослужащих и найдены родственники 25 солдат. В прошлом году нескольким волонтерам из Якутии тоже удалось принять участие в поисках под Ржевом. Для меня лично это была большая школа мужества. Принять реальное участие в раскопках бойцов Великой Отечественной войны, побывать в тех местах, в которых бойцы принимали участие, и своими глазами, а не через книжку, уже это все прочувствовать на самом деле, насколько было там тяжело и какие были условия. В этот раз приехать в Тверскую область может уже гораздо больше якутян. В военно-патриотическом лагере для поисковиков имени Федора Охлопкова, который с прошлого года заработал под Ржевом, в одну из смен должен попасть дальневосточный отряд. Он будет сформирован из студентов дальневосточных вузов. Поездка, проживание, питание для волонтеров будут бесплатными. Ребята примут участие в вахте памяти, посмотрят несколько образовательных треков. Вместе с Росмолодежью мы готовим, посмотрят, каким образом организована поисковая деятельность в Тверской области, в Новгородской области, Московской области, обменяются опытом. Подать заявку в дальневосточный отряд может любой желающий, а потом уже комиссия определит окончательный состав. Это будут 50 счастливчиков из разных регионов самого большого федерального округа. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.
42 новых случая коронавируса выявили за сутки в Якутии. Так, в Якутске 28 случаев, 4 заболевших зарегистрировали в Мирнинском районе, 3 в Усть-Алданском, 2 в Нерюнгринском районе. По одному пациенту с коронавирусом обнаружили в Алданском, Вилюйском, Ленском, Сунтарском и Чурапчинском районах. Между тем, количество получивших вакцину от коронавируса за сутки достигло 2000 человек. Первый этап процедуры прошли 55 093 якутянина, второй – 31 797 человек. Всего в республику поступило 56 412 доз вакцины, 98,5% которой уже использовано. А первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции на сегодняшний день получили более 5000 жителей Мирнинского района. Оба компонента дозы около 1000. Следующая партия препарата «Спутник Ви» в Алмазном регионе поступит после 16 марта. Об этом сообщили во время сессии районного совета депутатов. Также там обсудили и помощь Мирнинской системе здравоохранения. В прошлом году из бюджета района было выделено свыше 15 миллионов рублей. Существенную финансовую поддержку медикам оказали компании недропользователи. Отмечу, что Алроса направила в медучреждение республики 184 миллиона рублей. 83 миллиона было выделено больнице Айхальской, дополнительно материальная спонсорская помощь, 59 миллионов городу Мирному. Ну и компания еще оказывала помощь, 2 миллиона это город Нюрба, 7 миллионов Ленц, 33 миллиона город Якутск, нашим учреждениям здравоохранения. К другим темам. Проводы зимы в Ленске перенесли на 2 недели. Гуляния должны были пройти 14 марта, но городские власти решили отложить мероприятие, сославшись на морозы. Многие ленчане оказались недовольны. На гуляниях нужно есть блины, но как это сделать, если в этот момент наступит Великий пост? Юлия Золотарева выясняла подробности. Массовые гуляния, хороводы, сжигание чучела – обязательные обряды проводов зимы. Празднование выпадает на последний день масленичной недели. В этом году на 14 марта. Администрация Ленска решила перенести гуляние на 27 число. Вот как отреагировали на это люди. Проводы зимы в 2021 году отмечают последний день масленичной недели – 14 марта. А 27 марта уже Великий пост. О каких гуляниях может идти речь? А какая разница между постом и светским мероприятием? Так-то у нас светское государство, и под церковный календарь подстраиваться не обязательно. История праздника и традиции не так, видимо, важны, как галочка в отчете «Проводы зимы устроены». Проводы зимы – это исторически сложившиеся народные гуляния. И никакого отношения к Великому посту не имеют, говорят священнослужители. Однако и они не согласны с таким поворотом событий. Праздновать Масленицу нужно, конечно, перед Великим постом. И основной центральный день Масленицы – это день воскресения прощенного, а не воскресенье, когда мы лазим по столбам, жгем чучело. Официальной причиной переноса гуляний стали затяжные морозы. Жители против. Помнят, праздники раньше проходили и в минус 30. А в эти выходные синоптики обещают 17 градусов мороза. Так за что беспокоиться? Начинаются сбои в работе аппаратуры, поэтому все-таки было принято решение, это решение было коллегиальное, что это плюс и для аппаратуры, это плюс и для творческого состава, что когда будет тепло, гораздо легче работать на улице, потому что все-таки проводы зимы – это уличные гуляния. Проводы зимы состоятся хоть и на 2 недели позже. По традиции на площади организуют место отдыха и проведут концерт. А ленчане поучаствуют в конкурсе на лучшую куклу чучела и вдоволь поедят блинов. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». По всей республике стартовал прокат фильма «Рядовой Черин» по повести Тимофея Сметанина. На премьерном показе председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко познакомился с моментами создания полюбившегося зрителю фильма, который открывает новую веху в развитии якутского кино. После просмотра фильма премьер очень тепло отозвался об экранизации, вручил съемочной группе благодарность главы республики и отдельно отметил режиссера фильма Дмитрия Кольцова. Ему была вручена благодарность председателя правительства республики. Якут – это охотник, это стрелок. Поэтому показано, как он ведет себя в военное время. И я скажу, что сюжет написан прост, интересен и смотрится хорошо. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь, берегите здоровье, не забывайте носить маски в общественных местах.